Добрый день или вечер кому-то, может быть, уже скоро утро, дорогие наши зрители. Хотел сделать цикл видео таких сюжетов о заимствовании, о словах, заимствованных в татарском языке. Да, впрочем, во всех тюркских языках. У нас тут наши собратья-тюрки начинают, там кому-то не нравится, вот татары. Я не могу поручиться, что именно в лексике определенного народа, этого народа есть эти слова. Например, вот я обратил внимание на то, что вот сол там есть, да, таджикское слово, фарси слово. В турецком сали, год, значит, означает. Или, положим, какое еще слово? Вот я сейчас сходу не могу вспомнить. Например, фарси. Из фарси заимствовано слово дакыка. В татарском нет, в турецком есть. Также, допустим, нуфус. В турецком есть. Население означает. В татарском нет. Заимствовано из фарси. Ну, лязим. В древности, наверное, древности наши предки употребляли это слово лязим. Вот я когда в Стамбуле был и встречался, видео снимал целый вечер ансамбля Тумата. Обратную дорогу начал спрашивать отель, как мне пройти. Он мне лязим сказал, это слово употребил. У меня есть свойство запоминать необычные слова сходу. Я запомнил это слово, а потом только... Ну, я догадался, что это... Он говорил, что это, дескать, лучший вариант. Лязим. Я думал, это означает необходимо, а оказывается лучший. Это в турецком языке. Лязим значит нужный. Вот он сказал, сизя лязим, вот, вам нужно. В татарском перестали уже употреблять, похоже. Так, например, в фарси есть слово пиос. Пиос это значит лук. Лук. В татарском суган, в казахском это бияс. Бияс. Также, допустим, в казахском языке есть дукан. В турецком языке есть дукан. В татарском кибет. Так что я буду отвечать за свой язык. Думаю, что неуместны будут чьи-то там претензии относительно того, почему я именно делаю акцент на свой родной язык. За какой язык я могу быть уверен, за тот и берусь отвечать. Итак, дорогие наши зрители, после издания вот этой книги в 2012 году я какое-то время активно интересовался фарси языками и даже выпустил монографию. Не выпустил, а на компьютере набрал монографию заимствование в татарском языке из фарси языков. Потом, когда к нам приезжал, в общем, была встреча с представителями генконсульства Ирана в Татарстане, в Казани. И я посвятил атташе по культуре Гасеми Парвиза господина в то, что вот я, дескать, готовлю книжечку, монографию, заимствование в татарском из фарси. Ну, вопреки моему ожиданию, его не сильно это заинтересовало. Ну, тогда я даже переделал название заимствование из таджикского. И сейчас я успешно продолжаю, как говорится, далеко идет тот, кто идет медленно. Я понемножку осваиваю язык, и многие малознакомые таджики на рынке удивляются, откуда я знаю таджикский язык. Вот. А я общаюсь, какое-то слово интересное услышу, потом узнаю смысл этого слова, и оно мне западает уже в память. Вот. Допустим, я в Екатеринбурге во время уразы, там в мечети расходились после ифтара, да, вот, таджики и говорили шомади.
Вот. Я за это запомнил, типа, приходите еще, оказывается, Шомади. Потом я слышал слово у них, когда они спрашивают, типа, как у них, я чуть по-турецки не сказал, насылсын. Шумочихел, да. А чхели там. Чхели, когда к одному обращаешься, или на ты, а на вы шумочихел. И вот они говорят, тенч. Я думал, как же, что это за слово, что означает? Я потом оказалось, вот в детстве у нас тыныш, говорят, у нас родители говорят, тыныш. Оказывается, тыныш это все спокойно, все, мол, хорошо. Тыныш, тенч. Они тенч отвечают. Вот очень много у нас заимствований. И когда я в Петербург ездил и пошел на кафедру восточных языков, не кафедру, а факультет, с азербайджанским братом встретился завкафедры, хотел поступить и выучиться, турецкий выучить, арабский, чтобы стать журналистом-международником. Но, к сожалению, он меня отговорил и говорит, арабский очень тяжелый язык. Ну, в общем, ладно, все-таки турецкий постепенно освоил, а сейчас вот я фарси изучаю, и мне просто удивительно, как много слов. Вот, ну, иногда методом исключения. Положим, у нас в татарском языке окно – это тараза. Вот. В турецком это не мы заимствовали из фарси это слово. Из фарси в таджикском языке также тараза – это окно. А турецкие братья заимствовали из арабского языка. В арабском языке, значит, звучит это как пенджера. Они из арабского языка турецкие братья заимствовали. Они, турки, говорят пенджера, а мы говорим тараза. Ну, начнем. Если народ заинтересует, я думаю, таджикских братьев заинтересует. Они сейчас во множестве, чуть не сказал, в великом множестве. Вот, они живут на территории нашей республики. И в других регионах Российской Федерации они активно они общаются с татарами. И взаимно как-то на рынке видел, как таджики некоторые и по-татарски пытались говорить. Основные фразы они выучили. И вот я думаю, что им тоже в какой-то мере, они, во всяком случае, могут затвердить те слова, которые есть в татарском. Им будет гораздо, может быть, легче. Вот на «а» если начать, наверное, да, вот авось, небось. Авось у нас в татарском языке мумкин тоже есть. Бальки говорят, мумкин, вот мумкин у нас есть. А у нас лак-лак, вот лак-лак это аист. Вот, потом есть, конечно, арбуз, нет, у них тарбуз они там у них. А мне как-то говорили, харбуз, харбуз, это значит ослиный огурец. Я все пытаюсь найти в каких это языках все-таки, пока сложно, но со временем, думаю, не вопрос будет. Вот, ну, что я еще хотел сказать. Допустим, благо. На таджикском ни'мат, или как там правильно, а у нас нигмат. У нас говорят, Аллах Та'аля берган нигматларна, шукрана кламан. Кстати, шукр, вот, хочу сказать, благодарность это значит. Вот, если турецкие братья говорят ташакур и дирим, а арабы говорят шукран, или большое спасибо, шукран джазилен. Вот, а у нас, значит, татары, мама говорила, худай берганна шукран акыларга кирак, значит, шукран, это благодарность. Надо, мол, благодарить Всевышнего за то, что он дал. Вот. Вот у нас сарбас слово не употребляется практически в татарском языке. Это из фарси слов заимствовано. А в казахском есть, когда я был на практике в Тургайской области и писал материал о славном пути, скажем, отряда Алиби Джангильдин, как раз 100 лет отмечали. Я статью написал к, значит, юбилею Джангильдина и к годовщине октября. И там сарбазы. Сарбазы Джангильдина, значит, это сарбаз, значит, означает у нас боец. Ну, если еще так, допустим,
Кураж. Кураж у нас говорят, да? Кураж. Это на сабантуе бывает кураж. Вот борьба. Это как раз вот в таджикском есть, в том числе, в спортивном смысле. Вот. У нас, если бровь, это кош, кошлар, кош, да, извините, кош. Кош это птица. У них, значит, кош, на самом деле, у таджиков бровь, а у нас кош. Ну, что еще? Кагаз. У нас, допустим, бумага это кагаз. Вот. И 1 к 1 официальная бумага по-таджикски как будет расми кагаз. Или когда расми кагаз. У нас тоже официальная бумага. Но еще вот, как, допустим, тизрак говорят, тис. У них тиздар, тистар. Тистар, одно из слов, там, зутар есть, но, в общем, тистар, это быстрее. Быстро тез. У нас тис быстро. Вот. У нас тизлик быстрота, у них тези. Мумкин. Мумкин это вероятно. У таджиков тоже. Ихтимал у нас есть тоже, как и таджики употребляем. Вот. Что еще вот сказать? Хабар. Маглюмат. Маглюмат это значит информацию у нас в таком плане употребляет слово. Вот. Ну, в основном хабар употребляется. Вот. Ну, весна-бахар у нас яс. Но хочу сказать, вот даже у татар у нас на селе бабушка жила замечательная. Наубахар. Новая весна. Это ее имя переводится. Татарка замужем была одно время за туркменом. Вот. Потом за казахом. И вот. А сама Наубахар имя носила. У нас хаммасы. Хаммасы говорят, у таджиков хама. Хама весь означает. Ну, допустим, весть. Если вообще еще вернуться. Хабар, маглюмат у них, да. Дарак. Ну, вот радостная весть у них. Хабари хуш. У нас хуш если май, да. Хуш это значит хорошая, да. Добрая весть. Пожалуйста, радостная весть. У них это хабари хуш, радостная весть. Так что вы, если у нас синиш хабар говорят обычно, а у них хабари хуш. Ну, хукумат у нас говорят, совет хукумата. У них хакимият. У нас хакимият уже шахар хакимията, администрации города, вывеска обычно свидетельствует. Вот, диккат. Вот я говорил, не говорил, наверное, да, в турецком языке диккат. Диккат или с вниманием. У них вот, значит, я думаю, турецкие братья заимствовали из фарси, скорее всего. Диккат слово. Об. Ну вот у нас, конечно, шуроп, я там в городе был. Шир. Соль, значит, ну у нас не употребляется. Ширтос говорят иногда, да. Шир, это значит очень еще означает. Военный харби, аскар, гаскар. У нас есть гаскарлер, харби, военный. На таджикском у нас харби, аскари. Хава лиманы. Турецкие братья говорят лиман, хава лиманы. Аэропорт называют хава лиманы. Вот. У нас хава это воздух, значит, небо. Хавалар, кукляр, правда, за кукляр. Воздушный хавай. Ну, харби, сугаш у нас говорят. Харби, сугаш. Бик ватан харби, сугаша. Великая Отечественная война. Вот. У них, значит, харби, война. У нас есть, положим, мас'аля. Мас'аля, мухим мас'аля. Татары поймут. Вопрос означает мас'аля. Вот, важный вопрос. Мухим мас'аля. У них тоже так. Ну, якшанбе. Якшанбе, вот, удивительно, вот. К нам дни недели пришли из фарси. Якшанбе.
Як это первый шанбе день. Ду шанбе. Ду второй шанбе день. Далее си шанбе. Третий день. Шар шанбе. Четвертый день. Пянч. Пянч шанбе. Пянч шанбе. Пятый день. Пянч шанбе. Вот. Ну, у нас все знают слово тарбия. Из таджикского, из фарси, извините, пришло. Тарбия – это воспитание. Вот. Шарык у нас когда-то. Кызыл шарык. Красный Восток. Как сказать, пивзавод, что ли, был? Или как там в Казани у нас сейчас, может, и так и называется. Красный Восток. Вот. Ну, она. Она, вот, она. Это тоже из фарси, кстати. Доктор у нас. Духтырга барам говорили всегда. Это значит врач. Вакат, понятно, вакат. Вакат это время. Хамма, у нас хамма говорят. Это все означает. С фарси пришло. Хамма вакат, всегда. Ну, еще что интересно. Вот у нас батыр обычно говорят, да, герой, дескать. Еще есть у нас кахарман. Ватан сугышы. Бьюк ватан сугышы кахарманы. Значит, герой Великой Отечественной войны. Это кахарман, это пришло к нам из фарси. У них кахрамон. У нас кахарман, а у них кахрамон. Ну, что, в общем-то, у нас вафат булда, значит, человек, ушедший из жизни, у них гибель, халакат, марх, талаф, халакат, вот, вафат, а у них вафт это гибель. Ну, сейчас я, наверное, буду делать вторую часть. Может, кому-то действительно интересно, поэтому пусть смотрят. Я просто хотел сказать, что вот город у нас Шахры. Вот даже в Таджикистане есть Шахритуз. Вот в этих краях, кстати, Шахритуз. Если искать долго, я его найду, конечно. Шахр. Это город, естественно. Если Шахры вилаята, у нас вилаят не употребляется. Вилаят это область, конечно, да. Вот. Даулят у нас государство и имтихан. Государственные экзамены даулят имтихана. У нас уже даулят экзамены начали слово употреблять. На самом деле у нас правильно в татарском языке должно быть даулят имтихана. Вот. И на этом первую часть завершаем. Надеюсь, не безинтересно вам показалось. Так что будете знать, стоит ли вам во второй, третьей части заглядывать. Но я думаю, знаете, надо исходить не из того, что интересно или неинтересно, а даже если вы сумеете хоть немножко выучить несколько слов, употребить, к вам доверие какое-то будет. Все-таки, так сказать, душевный мост сможете наладить. Даже во время поездки где-то, или, допустим, в те края, или, допустим, на рынке, когда-то вы сможете несколько слов употребить, и то расположите к себе торговца и разбудите в нем самые светлые чувства, которые могут монетизироваться в хорошее обслуживание и даже в хорошую, может быть, даже скидку. Кто знает. Ну, пока. Всего доброго. Спасибо на этой части за внимание. Смотрите продолжение.